Маргарита Петрова, Алексей Шкурко, телеканал «Татарстан. Новый век». Они обошли Тимати и Диму Билана и выиграли путевку в Азербайджан. В этом году Россию на Евровидении в Баку будут представлять бурановские бабушки из Удмуртии. Услышав о победе, артистки забеспокоились. Конкурс в мае, придется картошку сажать ударными темпами. Несмотря на огромную популярность, бабушки добрались уже и до Канн. Звездной жизнью знаменитой певицы так и не зажили. О быте культурного бренда Удмуртии больше узнала Алия Шарифуллина. Село Бураново в Удмуртии можно разглядеть только на самой подробной карте. Здесь всего несколько десятков дворов. Молодежь от такой жизни бежит в города. В селе остались только старики. Зато какие! Петь бурановские бабушки начали еще 40 лет назад. Народные песни. А недавно привлекли к себе внимание округи, когда начали искать пластинки Виктора Цоя. Им показалось, творчество певца очень похоже на удмуртский фольклор. Та же ритмика, те же образы. Зимними вечерами в своем бревенчатом доме они переводили рокерские строки на родной язык. Елизавета Зарбатова в коллективе старше, ей 85 лет. Выступает сейчас редко, но песни пишет всегда. Ведь баба Лиза – единственный буранский композитор. Нотной грамоты она не знает, песни рождаются стихийно и безостановочно. Идет ли она по улице или возится по хозяйству, в голове всегда музыка. Я думаю, что надо приглядеться рядом, кто с тобой живет. В любой деревне такие есть. Мы просто мало друг на друга глядим. Популярность обрушилась на бабушек в 2010 году в предыдущий отбор на Евровидение. Но тогда победу они уступили Петру Наличу. В этом году в удмуртских пенсионерок эксперты тоже не верили. Слишком сложной казалась поп-индустрия. Но неформатные бабули обошли Тимати и Диму Билана. Теперь об этническом проекте говорит вся Европа. В гостях у бабушек побывал уже весь журналистский бомонд из США, Англии, Финляндии, Польши, Германии. Это просто необыкновенные участники этого конкурса, и это будет людям очень интересно. Они про Евровидение все спрашивают. Почему пошли? Что поете? Пошли, так надо было, значит, петь. Я некоторым говорю уже, что молодежь только что ли может петь. Мы тоже можем. Вот и решили проверить себя. Свою популярность бабушки воспринимают с кротостью и юмором. В Кремль, как к себе в клуб. Их зовут на гастроли в Эстонию, Францию, Америку. Выступать артистки любят, но хозяйство часто не оставишь. Звездной жизнью они так и не зажили. Ежедневно между репетициями скотину накормить, печь растопить, за водой сходить. Сейчас вот готовятся к весенне-полевым работам. Кроме того, от славы дивиденды они не получают. Спрашивать про гонорары бабушкам неловко. То, что вот мы осовремениваем песни, много очень слышим в свой адрес, я тоже считаю неправильно, потому что эти песни остаются у молодежи. Это важнее всего. Главный стимул, который ведет бабушек на сцену – строительство храма в родном селе. Церковь Бураново разрушили еще 73 года назад, ближайшая – за 40 километров. Доходы от Евровидения артистки обещают потратить на общую заветную мечту. Представлять Россию на международном конкурсе удмуртские певицы будут 22 мая под номером 14. Петь будут на родном языке, на английском только припев. Come on and dance, come on and dance, come on and dance, party for everybody dance. Come on and dance, come on and dance, come on and dance. В победе бурановские бабушки не сомневаются. Говорят, истосковалась душа человека по культуре народной. Алия Шарифуллина, Назир Нугуманов, телеканал «Татарстан. Новый век», Удмуртия. Грязь как рецепт от болезни.